Попал в суд, значит виновен? Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, почему в Таджикистане так мало оправдательных приговоров. Подписывайтесь на наши обновления и точно будете в курсе всего самого актуального. Суды Республики Таджикистан в 2021 году рассмотрели более 10 тысяч уголовных дел и вынесли всего 10 оправдательных приговоров. Это свидетельство того, что суды работают с обвинительным уклоном, или дела до судов доходят после всестороннего идеального расследования. В соответствии с требованиями законодательства Таджикистана следственные органы обязаны принять все предусмотренные законом меры для тщательного и всестороннего расследования дел и вместе с тем выявить все обличающие, оправдательные, смягчающие и отягощающие обстоятельства в отношении обвиняемого. К сожалению, эти требования закона не всегда соблюдаются органами предварительного следствия и судами. В некоторых случаях граждане необоснованно привлекаются к уголовной ответственности, в результате чего в судебном процессе предъявленное обвинение не находит своего доказательства, и суды выносят оправдательные приговоры. Но, как показывает практика, подобные приговоры – редкое явление в деятельности судов страны. Так, согласно данным Верховного суда Таджикистана, в 2021 году Верховный суд судами ГБАО, Сагдийской и Хатлонской областей, города Душанбе, военными судами городов и районов республики всего было рассмотрено 144 554 дела, ходатайства и представления, из которых 10 942 дела уголовные. В кассационной и надзорной инстанциях вышестоящих судов по жалобам и протестам было рассмотрено 7 944 судебных акта. За это время было вынесено всего 10 оправдательных приговоров. В 2020 году 8. Между тем, отношение к количеству оправдательных приговоров со стороны властей и руководства судебной системы, а также экспертов и правозащитников остается неоднозначным. По словам юриста, применяя нормы УПК на практике, органы следствия всегда ориентируются на эффективность работы согласно палочной системе, когда их деятельность оценивается по числу раскрытых и переданных в суд уголовных дел, не имевших при этом оправдательных приговоров. Требуя от своих подчиненных роста статистики по раскрываемости преступлений, руководство, с одной стороны, не позволяет своим сотрудникам расслабляться, но с другой, в условиях большой нагрузки на следователей, а также постоянной ориентировки на показатели раскрываемости, деятельность органов досудебного расследования и прокуратуры превращается в конвейер по направлению дел в суд. Качество их работы при этом, конечно же, ухудшается, считает эксперт. Бывают случаи, когда успешность расследования таких дел достигается различными противозаконными методами, начиная от дачи лживых обещаний об условном наказании до применения физической силы. Так, Верховный суд Таджикистана в июне прошлого года приговорил к различным длительным тюремным срокам 3 сотрудников милиции, обвиненных в применении пыток в отношении жителя Турсунзаде Хасана Йодгорова. Как выяснилось, в ходе следствия следователи пытками и побоями заставили Йодгорова признаться в несовершенном им убийстве в 2017 году. Тогда таджикское ТВ даже показало подготовленный МВД видеосюжет, где подозреваемый признал свою вину. Однако в августе 2018 года, после 8 месяцев заключения в СИЗО, его отпустили. Это случилось после того, как был задержан настоящий убийца. Как вы относитесь к такой деятельности правоохранительных органов у нас в стране? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Решения, принятые судами, должны соответствовать всем требованиям законодательства и способствовать восстановлению справедливости, говорит юрист Навруз Адинаев. Уголовный процесс в теории представляется простым. Прокурор руководит расследованием и вместе со следователем собирает доказательства, подтверждающие вину лица или оправдывающие его. Дальше составляется обвинительный акт и направляется в суд, который и должен решить, виновен человек или нет. По закону, по словам специалиста, любое обвинение считается недоказанным, если оно основывается лишь на признании подсудимого, а недоказанность обвинения влечет за собой оправдательный приговор. Все сомнения в отношении доказанности обвинения, если их не представляется возможным устранить, толкуются в пользу подсудимого. Однако судебная практика республики показывает, что в приговорах суды не всегда дают необходимый анализ доказательствам, ограничиваясь перенесением в приговор формулировок, изложения в тексте
обвинительного заключения. Также суды иногда в приговоре ссылаются лишь на показания свидетелей и других лиц, которые, по их мнению, подтверждают обвинение. Получается, что суды в целом соглашаются с обвинительными составляющими дела и по факту во время процесса лишь решают вопрос срока наказания, говорит юрист. По его словам, даже в таких традиционно сильных в правовом отношении государствах, как Франция, Англия или Германия, нередко выявляются ошибки при расследовании уголовных дел. Было бы в корне неправильным считать, что у нас все дела в суд поступают после всестороннего расследования и обвинения доказаны на 100%. Большое количество оправдательных приговоров не должны тревожить судебные власти и правоохранительные органы. Это нормальное явление для любого правового государства, считает эксперт. В Таджикистане сегодня около 500 судей, а учитывая количество рассмотренных судами в 2021 году дел почти 150 тысяч, получается, что каждый судья за 12 месяцев рассматривал порядка 300 дел, ходатайств и представлений. Большая загруженность как следователей, прокуроров, так и судей затрудняют тщательное расследование дел, поджимают сроки, и у судей не остается другого выбора, кроме как согласиться с предоставленными заключениями и вынести приговор на их основе, говорит адвокат Бехсот Шакиров. На низкое количество оправдательных приговоров, по мнению Шакирова, влияет и недостаточная позиция защиты. К сожалению, у таджикских адвокатов нет влияния в расследовании дела, они не пользуются большим авторитетом в судебной системе. А ведь во многих странах именно в ходе состязательного правосудия судья определяет, виновен ли обвиняемый. Что должно быть критериями оценки судебной деятельности? Только законность и обоснованность судебных решений, ее доступность и открытость, но никак не достижение процентных показателей, не имеющие под собой реального обоснования, резюмировал адвокат. Как вы относитесь к такой ситуации? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!